Стопроцентная оплата, вот квартиры. Ничего не строят, что они хотят? Біз сатып алғандан кейін 2 этаж құрылды. Мына дағы барамыз Ортехстройдың өзіне. Баарыбыз эле билебиз, алдап Ортехстрой тараптан мындай мошеннический бир действиялар болуп атат да. Камчыбек Ташиевдин өзүнө эле кайрылалы деп чечтик. Палатка тиги ушул жерге жашайбыз, жашай турган элдердин бара турган жери жок уже. Биздин группада эле 70-80дей киши бар. А так мындай канча этаж, канча экенин биз даже билбейбиз, канча киши бар. Почему так над народом должны издеваться некоторые личности? Так не должно быть. Где справедливость вообще? Которые только вот вроде бы весной начали, а уже, построили, и люди живут уже в квартирах. И мы 4 года маемся, туда-сюда ходим. Вопрос не стоит, извиняюсь за уже, вас за бортом оставить, а вопрос стоит с вами соединиться. Талбек говорит, я об этом говорил вам и попросил еще раз намекнуть. Но Ортехстрой на конструктивный диалог с ним не идут, и он устал уже к ним ходить. Вот это он просил передать. Ортехстрой бүтүп атпайбы? Мен окуп. Аны менен сүйлөшсөк, ал мурунага квартира берилген дейт. Канча экенин билбеймин. Анан эми ал дагы үстүнө көп суммадагы акча сурап атат деп жатпайбы? Ошол чындыкпы же булар бизди калпелейт? Ал боюнча Калыбек байке өзү айтсын. Бирок Ортехстройго давайте аракет кылайлы, кандай пути деп барса, алар игнорировать этип атат экен. Первой инстанции этот Части. Вот. В этой части принять новое решение о расторжении. Да. Давайте я разъясню. Сейчас отменить части расторжения А в трудового остальной части? договора. В остальной части. Калган өзүбүздө чечиш керекпиз. Эмне кылабыз? Митинг кылабызбы? Келип жака жатабызбы? Ак үйгө барабызбы же бар заявление жазабыз, прокуратурага барабызбы? Өзүбүз чечиш керекпиз. Монтип келип кете бергенде толк жок. Саламатсыздар, мына бүгін келдик. Ортехстрой вообще өзүнүн обязательствосын жасап айтат. Я рядом вот здесь работаю. Вот дверь всегда открыта. Сегодня узнали, что мы придем. Даже вот эту дверь закрыли. Что они думают, что там мы украдем? Вот Ортехстрой, сколько уже мы ждем? 4 года ждем. Вообще ничего не строится. Столько людей обманывают. То туда кидают, то сюда кидают, то земли хозяина. Мы этого же ни при чем. Мы деньги заплатили. Будьте добры, стройте дома. Зачем нам чужие проблемы, с землей проблема, нам вот это все не надо. Просто стройте и все. Мы уже здесь будем юрту поставим и будем здесь жить тогда. И Белому дому пойдем. Я не знаю, уже все, Эльдин уже терпениесі бүтті. Мына ушуга чейин ишенип, ой, ладно, хорошо, суд идет, тиги идет, бул идет. Ну ладно, пусть решает. А сколько можно еще решать? Сколько нам ждать, если мы деньги не заплатили бы? Ладно, бросили бы, ушли бы. Стопроцентная оплата, вот квартиры. Ничего не строят, что они хотят? Даже в офисе никого нету. И здесь закрыли. Я не знаю, что теперь, куда нам пойти. Эже ошондо канчанчы жылдан баштап бул жакты сатып алдыңыздар? Канчанчы жылда курулуш токтоду? Ошону айтып берсеңиз баштан баштап. Биз сатып алгандан кийин 2 этаж курулду. Мына калп айтпайын 2018-де башталыптыр. Биз 2000 алдыкпы? Мына 3 жылдан бери 2 этаж курулду. Только немес эле. И все, ошончо турат. Түшүндүрүп берип атышат себебин, эмне курулбай жатат деп. Земли хозяин сотко берген дейт. Сот, сейчас Верховный суд, вот чуть-чуть подождите, разрешения на строительство нету, мы не можем строить, подождите чуть-чуть, вот 2 года или 3 года уже прошло. Кимдерге кайрылдыңыздар, кимдерге кайрылайын деп жатасыздар ошондо? Мына бүгін чогулдук барыз, буйруса болду, не будем останавливать, уже юриста наняли, вот как он скажет, так и мы будем куда угодно. Здесь еще мало людей мы сегодня собрались, это наш первый шаг, мы уже не будем останавливаться, сколько уже можно их понимать, уже терпение, уже все, мы уже дальше больше пойдем. Квартира үчүн канча акча төлөдүңүздөр, өзүңүздөр кайсыл жакта жашайсыздар? Өзүбүз ата энемдин үйүндө турам. 1 комнат квартира, 1 машина, ошо 3 комнат кылып, ошо бул жака келип жашайлы деген оюбуз менен, жакшы ой менен алганбыз.
70% төлөнгөн, 30% уже калган. Курулбаса биз эмне көрөбүз? Мына квартираларды бердик. Бир комнат квартира, готовая квартира, машина, еще деньгами отдали. Наличные деньги. Вот ошо курулбай эле турат. Мына бүгүн эл чогулду. Болду, эми дальше больше барабыз, токтобойбуз. Дагы үстүнөн акча сурап атышабы же сурабай эле турабы? Азырынча сураган жок. Азыр эч ким тып-тынч эчтеке деп дагы айтыша элек эч ким жок. Биз бүгүнкү буга чейин да чогулуп көп эле келип эле жатчык. Баарыбыз эле билебиз, алдап Оргтехстрой тараптан мындай мошеннический бир действиялар болуп атат да. Мошенниктен башка аны атаганга болбойт. Депутаттарга чейин бул убакта в частном порядке ушул убакка чейин кайрылганбыз, эч кандай жыйынтык чыккан жок. Эми бүгүндөн баштап мындай Садыр Жапаровго, президентке, анан Камчыбек Ташиевдин өзүнө эле кайрылалы деп чечтик. Анткени алардан башка, мамлекеттен башка бул жерге жардам бере турган киши жок. Монча элдин убалын ойлоп, кичине бизге да көңүл буруп койсун. Бул жерде баары эле үйлөрүн сатып, мисалы биз лично өзүбүздүн квартирабызды сатып туруп ушул жерден алып, болгон акчабызды төлөп берип, азыр өзүбүз квартирада жашап атабыз да. Ушундай бул жерде азыр ар бирин сурай келсең, ар бири эле ошондой кыйын жашоонун башынан өткөзүп атат. Биздин Кыргызстанда эмне ушинтип алданып эле, алдамчылар сени алдап кетсе көчөдө калып эле, анан кийин эч ким сенин праваңды защищать этпеген Кыргызстанда жашап атабызбы? Кичине бир закон деген болуш керек, караш керек. Ошол салынып аткан строительный компаниялардын акчасын текшерип, канча акчасы бар, кайсы акчага курат деген бир көзөмөл кылган государственный органдар барбы же жокпу? Же ушинтип эле келип эле куруп эле элден акчасын соруп алып эле банкрот болдум деп алып кетип калса боло береби Кыргызстанда? Ошол күйгүзүп атат да. Кичине мамлекет тараптан мындай карап, ошолорду законго салып, бир жазасын берген адам жок. Жок болдук, бүттү, банкрот болдук деп коет да качып кетишет. Ал Америкада жүрөт, аны Америкадан ким качан кармап келип, качан наказание кылат. Наказание кылса деле түрмөгө отургузат, болду. А башка элдердин ушинтип ыйлап кала бериш керекпи? Ошол эң обидно болуп атат да. Ошон үчүн биз буга чейин унчукпай, баардыгы эле бул жердегилер абдан мындай чыдамкайлык менен, культурно баары обращениени жазып коюп эле күтүп аттык. Мындан баштап, мына бүгүнкү күндөн баштап эжери туура айтып атат. Уже терпениебиз жетпей калды. Жолдорду жабабыз. Биз дагы биздин Кыргызстанда мындай башкача закондуу түрдө эчтеке болбойбу, законсуз кылабыз. Жолдорду жабабыз. Палатка тиги ушул жерге жашайбыз. Жашай турган элдердин бара турган жери жок уже. Ошону ушуга чейин жеткизген. Тети ал компаниялар частный болсо деле бирөө караш керек да. Бирөө же карабай эле ар ким эле өз билгенин кыла берсе болобу Кыргызстанда. Ошондой болбош үчүн урматтуу Садыр Жапаров жана да башка кимдер отурат, Ташиев да кимдин колунан эмне келет, монча элдин ыйлатпай, көңүл буруп карап коюшуңуздарды суранабыз. Биз буга чейин унчукпай, жакшы түрдө эле суранып келгенбиз. Бүгүндөн баштап чын эле катуу эмелерге биз дагы барабыз. Ушинтип эле алданып Кыргызстандан ким, кайсы жаштар ушул Кыргызстанга жашагысы келсин, кайсы ким Кыргызстанда жашагысы келсин. Тиянаны алдап кетет, биянаны алдап кетет. Эч кандай Кыргызстандын өнүгүүсүн көрбөйсүң. Айла жоктон тентип, иштеп чет өлкөлөрдө жүрүшүп атат. Ушундай алдамчылык болгон үчүн, ушундай алдаган нерселерди токтотуп, бизге да кичине көңүл буруп, мамлекет кичине колдоп койсо эле могу үйдү можно достроить. Можно достроить, и элдер деле жардам берет, и можно жить нормально. Ошон үчүн бизге кичине колдоо керек да. Колдоп көңүл буруп коюшсун. Канча жаран үйсүз калып отурат бул жакта? Бул жер 77? Кандан көп? Биздин группада эле 70-80дей киши бар. А так мындай канча этаж, канча экенин биз даже билбейбиз, канча киши бар. Бирок эми мындай в общем порядке 200-300 деле чыгып кетет го, квартира. 130? 130 киши. Шуна 130 баары эле сатылып кетти. 100 киши деп эле колчу, 100 кишинин убалы ар биринде канчадан бала бар. Баары эле ушинтип сагалап келебиз, сагалап эле кетебиз. Ошентип алдан мындай ушундан көңүлүн алып, анан мынтип мамлекетти өстүргөндү ар ким өзүнүн бул Кыргызстанга эчтеке кылгысы келбейт. Болду, баары кетет. Мына арасында картаң эжелер эле калбаса, калган жаштардын баары кетет, на заработки кетет. Иштешет, талаалап кетет. Кыргызстанга эч ким жашагысы келбейт. Мындай
алдамчы өлкөгө эч ким жашагысы келбейт. Ошон үчүн баарын законном порядке наказать этип, анан кичине поддержка кылса эле ушул курулуп калат деген үмүт менен кайрылып атабыз да. Или верните, просто верните людям квадраты, отдайте, которые по договору вообще должны быть у людей, квадраты. Или верните деньги. Потому что так не должно быть. Это на самом деле это беспредел. Люди заложили свои квартиры, продали свои квартиры. Кто-то отдал свои квартиры, допустим, в которых жил, чтобы увеличить свои квадраты. Тут я смотрю, он уже и дети родились у многих, и родятся еще. А тут еще и стройка стоит, вообще не двигается. Это беспредел на самом деле. Почему так над народом должны издеваться некоторые личности? Так не должно быть. Где справедливость вообще? Это, я считаю, не только мое мнение, это мнение всего народа, который здесь сейчас присутствует. И очень много таких в Кыргызстане, которых обманули на ровном месте. Отдали свои кровные деньги, которые зарабатывали своим потом, своими руками. Кто-то головой зарабатывал, да? Но свои деньги отдали и в итоге получили ничего. Верните или деньги, или отдайте квадраты. Все. Больше претензий у нас нету никаких, ни к кому. А из-за чего строительство остановилось? Строительство остановилось из-за того, что обманывали. С самого начала был обман. Обманули одного человека, который имел право наложить арест. И он это сделал. Я, по сути, здесь, наверное, каждый бы так поступил. Вот каждый. Каждый, кто бы отдал, был бы долевым участником, отдал бы свою землю под строительство, и ему не отдали его долю, да, то есть не отдали его квадраты, он бы, наверное, тоже пошел бы, наложил бы арест на строительство. Чем они отмазывались всю дорогу? Они всю дорогу говорили, что вот мы сейчас пойдем договоримся с ним. На самом деле они не проявляют никакого уважения к дольщикам. А владелец земли это тоже дольщик. Они не идут навстречу, не идут на переговоры, то есть полностью игнорируют дольщиков. Наверное, как-то не считают нас за людей, наверное, как-то так. Вот другого слова нету. Если бы нас за людей принимали, они, наверное, относились бы к нам по-людски, понимаете? Вот сейчас, допустим, поедем мы в Оргтехстрой вместе с вами, да, вот, допустим, сейчас поедем и скажем, давайте мы хотим вот сделать у вас собрание, да, и посмотрим, будут присутствовать на этом собрании, представители Оргтехстроя, или не будут они. Обманывали и будут обманывать. И это мое личное мнение, я не знаю, наверное, многие согласятся здесь со мной. Потому что мы уже очень долго ждем, на самом деле, честно сказать, когда видишь другие строительства, которые только вот вроде бы весной начали, а уже, построили, и люди живут уже в квартирах. И мы 4 года маемся туда-сюда ходим. И это происходит в столице государства. Вот что самое обидное, да, что это столица государства. И нету внимания никакого, да, что вот так вот в наглую. Что, теперь всем можно, что ли, обманывать? Я лично за всю свою жизнь никого ни разу не обманул. И слава Аллаху, да, я ни у одного никому сома не должен. Я ничей сом чужой не съел. Почему? Другим это позволительно. Почему не смотрит закон на это? Почему? Вот просто есть вопрос. Почему? Все. Верните наши деньги. Если не можете нам отдать квадраты, верните наши деньги. Все. Больше нету никаких претензий. Почему кто-то должен, допустим, забирать свои активы оттуда, с этой компании, а мы не можем? Почему так? Хотя на самом деле мы тоже вложились. Здесь очень много, которые заплатили уже и 100% за квартиру оплатили, как и я сам лично. И мы не видим ни своих денег. То есть 4 года уже стоит стройка, допустим, да, и никаких движений вообще. Ни в какую сторону. Ни в положительную, ни в отрицательную. Стоит все стаймя на одном месте. Есть убежавшие, сбежавшие, под домашним арестом есть Оргтехстрой, который сейчас председатель, допустим, да, я так чуть в курсе за это. Но нету движений, нету положительного, объективного разговора, нету от них объективных
хотя бы объективно нам бы сказали, да, вот по правде сказали бы. Мы вот хотим поговорить, помогите нам. С вашим же дольщиком поговорите, чтобы мы возобновили стройку. Нету этого. Они говорят, мы будем с ним договариваться к Новому году. А сейчас что тебе мешает это сделать? Вот сейчас, на данный момент, что вам мешает это сделать? Почему вы тянете время? Или мы не люди? Так получается, что у нас нету никаких прав. Так получается. В этой части я лично, как его представитель, не слышу. Он вам сам лично еще скажет. Вопрос сейчас стоит конструктивного диалога, чтобы достроить данный объект. Вы не последние пострадавшие дольщики по Бишкеку, вы, наверное, смотрите интернет. Вот. В такой ситуации только вопрос стоит конструктивно соединиться и предпринять меры по достраиванию, то есть завершению объекта. То есть намерение у Мамбетова как юридического владельца и Иргаша Халыбека как фактического владельца не было и нет сносить. Это мы открыто заявляем. Можно вопрос? Ага. Вот Байкеш, как его зовут? Халыбек. Байкеш, можно видеообращение сделать и скинуть? Я сегодня же его попрошу. Ну, не сегодня, но завтра может Я там. сегодня, завтра попрошу. Ага. А мне как, зачем видеообращение? Завтра же он может приехать и воочию вам это сказать. Ваша доверенность. Я предлагаю, будет правильнее, чтобы у вас была двухсторонняя достоверная информация, официально пригласить представителей Оргтехстроя. Чтобы не получилось, мы показываем документы, они скажут, извините, они вводят в заблуждение, это документы, скажем так, необоснованные или еще что-то. И достоверно мы на месте разберемся. Что касается юридических документов, я вам могу одно сказать, да, что решение суда, районного суда 27 апреля 2022 года о определении городского оставлено в силе. Это в части расторжения и признания действительно договоров купли-продажи бараков. Если вы предысторию поняли, Мамбетова была собственником 3 бараков и прилегающего земельного участка, придомового, то есть. В связи с неисполнением обязательств Оргтехстроя в 2020 году Мамбетова обратилась в суд в установленном законном порядке. Районный суд она выиграла. Городской суд 27 апреля 2022 года оставил в силе. Впоследствии Оргтехстрой кассационную жалобу отказался. Мы не знаем почему. Это их право было. Тем самым на сегодняшний день есть окончательное, вступившее в законную силу, решение суда. А можно в группу скинуть этот документ судебный? Он официально имеется в Оргтехстрое, я не знаю, почему вам не дают. Если мой клиент даст согласие, я обязательно его вам передам. Просто без его согласия я не имею права. Вот это самое главное, чтобы мы все... А так, если хотите, я могу сейчас его показать. Ну, кто представитель? Можно сфотографировать? Да, Да, я думаю, не проблема. Вот 4 августа 2021 года вышло решение районного суда. Иск удовлетворили Мамбетовой, договор расторгли. Договора купли-продажи признали недействительным ввиду притворности. Никакой купли-продажи не было, не было места быть. Определение городского суда, вот подлинник зарегистрирован в госрегистре. Все в рамках закона. На сегодняшний день Мамбетова требует исполнения решения суда, то есть, чтобы ей возвратили ее участок. И, соответственно, вопрос не стоит, извиняюсь за выражение, вас за бортом оставить, а вопрос стоит с вами соединиться. Халыбек говорит, я об этом говорил вам и попросил еще раз намекнуть. Но Оргтехстрой на конструктивный диалог с ним не идут, и он устал уже к ним ходить. Вот это он просил передать. Он готов на мирные переговоры с Оргтехстроем, с вами, если это будет содействовать завершению этапа строительства. Все. Вопросы я могу ответить, если юридическая часть. Верховный суд, они кассационную жалобу отказались. Это означает, что раньше отзыв был, а сейчас отказ. То есть они отказались. То есть они сами заявили ходатайство об отказе. Это было их право, они этим воспользовались. Не знаю почему. Это у них надо выяснять. Мы ходили, они же говорили, на этот аресте стоит, поэтому они не могут Ну, строить. обратите внимание, У подав них иск, кирпичи
приезжали кто-то приходил, а я же недалеко работаю, и это из суда сказали же, почему вы строите, остановите стройку, там какая-то женщина приходила, громко кричала, орала, и они останавливались. И вот здесь много кирпичей были, они забрали куда-то, потому что они сказали, на стройку разрешения нет. В этой части я хочу обратить ваше внимание, что в рамках поданного иска обеспечительные меры, конечно же, принимаются. Это логично. Однако, несмотря на то, что суд еще в январе 2020 года, если не ошибаюсь, наложил запрет, они продолжали строить, и Калыбек Байке этому не препятствовал, хотя и нарушали закон. Но они сами же остановились. Ни одного реального действия там, через сотрудника милиции Калыбек Байке не сделал. Они строились. Вплоть до, вот, я не знаю, до 22-го, наверное, года, или чего, месяц я не помню. Вот последние вот эти ставили, накладчики ставили. То есть, уважаемые дольщики, я к чему веду? Это достоверная информация, я это знаю, что если бы Калыбек Байке и Мамамбетова хотели бы приостановить, тут другие меры были бы приняты. Определение суда должно быть исполнено. Однако они этого не делали. Они продолжали строиться. И могли сейчас достраивать при желании. Но с другой стороны, они же должны на диалог идти с моими клиентами. А они наоборот конфронтацию организовали. Мы не можем понять этого. Это неправильно, мы считаем. Вот мы вот эти люди страдаем здесь теперь. В итоге страдаете вы. Но Мамбетов, Калыбек Байке тоже страдают. Землю-то они не возвращают. Решение суда не исполняют. Понимаете? Вот какая ситуация. Оргтехстрой кетип атпайбы. Мен укуп калам. Аны менен сүйлөшсөк, ал мурунага квартира берилген дейт. Канча экенин билбеймин. Анан эми ал дагы үстүнө көп суммадагы акча сурап атат деп жатпайбы. Ошол чындыкпы же булар бизди калп эле айтат? Ал боюнча Калыбек Байке өзү айтсын. Бирок мыйзам чегине караганда договор боюнча булар өзүнүн акциясын аткарыш керек. Анан ошону аткарып атат. Толук менен аткарып атат. Толук менен. Аткарган жок. Аткарган жок. Аны Калыбек Байке доказать этип бере алат. Биз дагы доказать юристтер этип бере алабыз. Кагаздар бар. Сот жөндөн чыккан жок да. Анда Бирок строй эле бизди алдап атыптыр да. Ал маселе негиз эмес. Негизи азыр конструктивно бир жыйынтыкка келип, бул разрешение строительства болуш керек. Силер страдать этпеш керек. Бывший владелец страдать этпеш керек. А вот ты строй билбейм мен. По идее. Калыбек Байкенин позициясы кандай ады? Калыбек Байке эми айтып атат. Оргтехстройдун акыбалын билип атабыз. Ошондо азырда Калыбек Байке айтып атат. Мен кылсам, собранияда деп атат. Чогулуп, силер ЖСК түзөсүңөр. ЖСК түзүп, обычно өздөрү колго алып, бошотуп кылып атат башка объекттер. Силерге окшогондор. Билесиңер. ошого макул, а? Ооба, макул. Если это реально кура турган маселеге келсе. Ал макул, ал өзү дагы айтат. Өзү дагы айтат. Ал боюнча эч сомнение кылбагыла. Бирок Оргтехстройго давайте аракет кылайлы, кандай пути деп барса, алар игнорировать этип атат экен. Мен эмнеге жалдырашым керек деп атат. Нет. Какого года 22 апреля там? 27 апреля 22 года. 22 года. Этим определением Вот мне кажется, вот после вот Калыбек этого... проиграл. Нет. Здесь же написано. Принять новое решение, вам решение разъясню. первой инстанции, Части. вот. В этой части принять новое решение о расторжении. Да. Давайте я разъясню. Сейчас отменить части расторжения А в трудового остальной части? договора. В остальной части. Очень интересное предположение, что вот они продолжали строительство, даже когда уже был наложен арест, они продолжали продавать Это мошенничество. видимость, да, и продавали квартиры. Вот и все. Не ради того, чтобы дольщикам квартиры отдать, а ради того, чтобы, блин, себе карман пополнить. Может быть, Решением первой потом вы инстанции. юриста наймете это? Нет, ну Смотрите, раз вы здесь ситуация на такая. месте. Вот здесь он выиграл, да, Калыбек, получается? Признали Вот смотрите, недействительным. первое требование расторгнуть. Да. Второе требование признать действительным 3 договора. Раз, два, три. Вот, первое расторгнуть. Вот смотрите. Расторгнуть, это первое требование. Последствия. Признать недействительным. Раз, два, 3 договора. А чем они отличаются? Дело в том, что согласно договору долевого совместного строительства,
Талбек Байке передал счет своего вклада, что? 3 барака и землю придомовую. Логично? Для того, что он вклад сделал, как сторона, как владелец. А первоначальный был договор какой-то, который расторгли, да? Ну, конечно, вот договор же. Откуда история это? Посмотрите. Есть договор, заключен договор строительства между 7 июля. Оргтехстроем, Да. Мамбетовой и Ишенкулова, если не ошибаюсь, третий владелец. Вот эта женщина. Трехсторонний. На основе этого договора у каждого были обязательства сторон. Обязательство Мамбетова передать 3 барака и прилегающий придомовой земельный участок. Они это сделали. Вот. Только они решили оформить это купля-продажу Оргтехстрой. Это было неправильно. Но они так посчитали. Вот суд расторгнул и признал недействительно. Это последствия называется. Городской суд посчитал необходимым в этой части изменить, не расторгнуть, а признать недействительно ввиду того, что они госрегистрацию в госрегистре не прошли. А в остальной части, решение оставить без изменений. Исковое заявление о расторжении было? Да. Но они здесь не указывают, что... Вот здесь они пишут. Вы давайте официально получите, вы ознакомитесь и поймете. Если мой клиент согласие даст, мы это Оргтехстрой есть, я не знаю, почему не дают ему. Мы готовы. А вот если вот Оргтехстрой признает банкротом, да, ну все к этому идет, вы, Талбек, согласен как-то работать с правительством? Не, я же только что сказал, он настроен на конструктивный диалог. Вы просто предложение дайте ему. Вот он завтра приедет, он готов встретиться с вами. Здесь, в принципе, два этажа хотели же Минцифре отдать, да? Вот. Ну, я не знаю, что хотели, я не присутствовал, он знает, наверное. Он готов. Вы просто дату, время заранее скажите, и все. Қалған өзімізге шешіп керекпіз. Эмне кылабыз? Митинг кылабызбы, келіп жака жатабызбы, ак үйгө барабызбы, же бар заявление жазабыз, прокуратурага барабызбы, өзүбүз шешиш керекпиз. Монтип келип кете бергенде толк жок. Ошо келип кете бербей, если жылыш болбосо мына ушул жерге боз үйдү тигебиз дагы очередь менен калабыз анда. До конца акчаны төлөп коюшкан 100% оплаталар болгон канча күтөбүз эми дагы? Болду эми дакан Соонда болсо бар бир мненияга келели. ошо Давайте делелик да. Бир мненияга келели, бара зайып соонда болсо. Мына ана деп эле. Тиги барсаң башканы айтат, бияка келсең башканы айтат. Оргтехстройдо вообще эч ким жок. Оргтехстрой жабык, ал жакта эч ким жок. Пусть тогда могу жерге боз үй тигип жашайбыз, бизге келип анда обещанияларын берсин, документациялар менен көрсөтүшсүн. Жердин хозяины мына азыр адвокаты келди, ал барып өзүм чарчадым деп атат. Он согласен, чтобы только строились Оргтехстрой. Сейчас проблема только Оргтехстройда экен. Сейчас, да, до этого Оргтехстройга барсак айтат, жердин хозяины Калыбек не дает строиться деп. Снести дейт. Оказывается, не в том-то дело, оказывается, вот Оргтехстрой виноват. Если вот так конкретно взять, Нет, они будут... если конкретно взять, вот если у нас дома не будет, ладно, пускай стоит, все будет стоять. Пускай сидят так там. Вы можете... Мне Вас лично сейчас... Вас сейчас без кнута они ничего не будут делать. не, мне лично в душе будет легче, если они будут сидеть. Нет, подождите, конструктивно давайте придем к такому, что вот, допустим, есть 2 человека, которые в законах разбираются, они больше знают, чем У вас сейчас самый основной вопрос какой? Как дальше двигаться? Вы теряете на времени. У Калыбека такая же история. Объективно у вас с ним противоречий нет. У вас их объективно нет. Можно я договорю? Да. Спасибо. Итак, вам сейчас надо понять, где тот ресурс, за счет которого вот это может оживиться. За счет чего? Элементарно. Вот ты 3 вещи. Подождите. Не, Байка, вот я скажу, ответьте, да? Что-то эмоциональный такой, как женщина. Итак, у вас сейчас один вопрос. Все остальные вопросы, посадка, все остальное, это потом по ходу никуда не денется. Вам надо сейчас понять и принять это решение. Да. Потом с Калыбеком сесть, это обсудить, а дальше возникнет большая беда у юристов, которые к этому делу будут иметь отношение. Потому что это акционерное общество.
Вам просто так его выдрать отсюда никто не даст. Прибегут другие кредиторы с других объектов. И фиг. Дальше тогда банкротство. Банкротство – это для всех полная ж. Поверьте. Правильно, да, Миша? Я согласен. Потому что моя практика работы по банкротству еще 20 лет назад, она показывала одну маленькую вещь, и она не изменилась. Назначается спецадминистратор, 3 месяца он входит в дело, потом полгода он занимается неизвестно чем, так далее, так далее. В конечном итоге сам процесс с первого дня объявления процесса банкротства съедает от 1,5 до 2% чистых активов. Что у вас останется? Ничего. Поэтому вам сейчас надо просто обратить внимание на то, что объективно Колыбек вам не враг. Он много раз эту тему поднимал. Да, самый оптимальный эффективный путь был бы, если бы Оргтехстрой возобновил. Но он не возобновляет. И вот эти ссылки на то, что там арест или еще что-то, бред сивой кобылы уходит сегодня ночью. Понимаете, да? Поэтому вот над чем вам придется сейчас думать, искать за счет вот тот ресурс, чтобы вот это начать. Потому что нет ничего более убыточного, чем затянувшаяся стройка. Потому что нас сжирает свет, охрана, бла-бла-бла. Я уже не беру ваши нервы. Вот и все. Поэтому Вот вы лучше сосредоточьтесь сейчас на этом. А вот ресурс, лучше на это. что он включает? Ресурс. Мое мнение, вот если выслушать мое А вам мнение, надо, да? вам надо понять, есть какое-то количество Чем непроданных столкнулись? квартир. Раз. Опять-то чем столкнулись? Но Колыбек продать их не... представитель, он говорит, что он Но готов. клубок, нам помочь, клубок да? проблем ваших Готов заключается помочь. еще и в Он том, за этого его же что не сейчас знал. вы Он двигаться зависит не от можете. Не, да, в одном, Это ну, их актив. давайте Это вот их актив. реально, Для того, да? чтобы он передал... Вот вы То есть, говорите, если ваше слово... но просто правда, тупо сейчас тогда его мы у них забрать согласны. не Вот, влияет да, на вот это- результат. Чем нам согласен? Попробуй самим построить. Если самим это не построим, пускай тогда сидят все. Вот и всё. То есть это либо... Вот мой Если уж вариант. прямо говорить, Я предлагал, в таком чтобы случае, с Оргтехстрой переговорили как непосредственные дольщики, да? Нас обязательно Сколько раз перезвонят. переговаривали? Нет, чтобы они сели за стол собрались. переговоров. Не, вот сейчас все вот здесь собравшиеся, все согласны, что Оргтехстрой мошенники. Все же согласны, да? Они собрались. Да. Не, вот я у всех спрашиваю. Вот мое мнение, что Оргтехстрой мошенники. Все согласны? Давайте сделаем так, подождите, секундочку, можно я одну секундочку. Они утверждают, что будут договариваться с Колыбеком. То есть сейчас у них проблема, они так говорят, что у них проблема это Колыбек. На самом деле, давайте посмотрим изнутри ихнюю компанию. Есть у них деньги, есть у них финансы, чем они будут строить? Ладно, Колыбек сейчас согласится на те квадраты, которые они ему предоставят, если они предоставят. Дальше что? Дальше что? На что они будут это строить? Они опять у нас будут изымать деньги, которые не изъяли еще до конца. И где гарантия, что они не исчезнут? Вот надо конструктивно садиться, разговаривать. Колыбек, мы, они вот в одном зале сели, 2 юриста, 3 юриста, сели и поговорили. Да, но они не идут на это, понимаешь? Колыбек бегает за ними, с ними хочет договариваться. Не они к нему бегают, а он за ними бегает. Почему так? Почему мы за ними бегаем? Да. Так получается, что в итоге мы что ли должны это достраивать сами за свой счет, так получается. Мы перед ними виноваты в чем-то. Лично я оплатил до копейки за свою квартиру. Сразу же еще с котлована оплатил. Да, большинство, по-моему, Да, так сделали. вот многие так. Поэтому они не предоставляют нам никаких бумаг, не дают нам никаких цифр вообще. Слухи ходят такие, что здесь 3,5 миллиона закопали уже. Ну вот так конструктивно, если посмотреть, здесь $1 миллион максимум. Где остальные деньги? Почему нету никакой отчетности? Вот это все, вот эти вот вопросы мы должны задавать там. И конструктивно сидит разговаривать. Не горячись, $1 миллион это 1000 квадратов. Ну я так, Да. я не говорю точные цифры, я говорю образно, да, ну приблизительно. Можно нанять аудит, они придут, посчитают. Это будет абсолютно частная аудиторская компания, она придет, посчитает, сколько здесь заложено денег.
Мы тоже не дураки здесь, обычные люди, простые люди. Мы своими деньги своими руками зарабатывали. Мы же не воровали эти же деньги, чтобы, блин, потом разбрасываться своими квартирами. Я лично сам живу на квартире, я плачу за квартиру. Почему я должен заплатить за квартиру, если у меня есть своя квартира? По сути, вон там, на 12 этаже, в воздухе. Я вот коротко добавлю, вы поймите, вот Калыбек, да, Мамбетова юридические, они тоже пострадавшие. Они заключают договор и отдавая им за счет того, что в будущем получат, на сегодняшний день в полном объеме ничего не получили. Причем самые крупные пострадавшие? Давайте объективно говорить. Да. Я сейчас не буду цифры говорить, сам клиент скажет. Не, ну там по квадратуре всем же Да, понятно. то есть говорить, что Калыбек сейчас препятствует стройке, это, я считаю, бессмысленная и абсурдная вещь. Я вот еще раз повторюсь, при наличии запрета он дал возможность строиться. Вот эти 3 этажа после запрета поднялись, это можно поднять хронологию событий. Да. И то, что остановилась стройка, не по вине Калыбека, не по вине. Я даже больше скажу, я почему-то удивился, когда суд начался, я думал, они там мировое заключат, потому что у них же за спиной дольщики стояли, они не посчитали нужным это сделать. Но это же не вина Калыбека же, вы поймите тоже. Это же не вина Калыбека. Он продолжает за ними бегать. Нам пока Калыбек Байке Нет, никакой я к тому, претензии нету. что, оказывается, разговоры ходят, вот, или Оргстрой так говорит, я не знаю, мне так сказали, что Калыбек виноват в том, что происходит. Это полный абсурд. Все это уже радует. Хотя это радует. Он настроен на конструктивный диалог. Вы просто скажите заранее время, место. И вот действительно, надо чуть мудрее быть здесь. Вы заявление всегда успеете написать. Надо сесть, попробовать разрешить ситуацию. Если нет, тогда в рамках закона будет свои права отстаивать. Надо решить пошагово, как делать. Выхода нету. Нам надо садиться за стол переговоров, их сажать тоже. Вот с Сергеем Михайловичем, допустим, на переговоры посадил вот мой юрист. Да, вот. Он напрямую участвовал в том, чтобы с Сергеем Михайловичем сел за стол переговоров. В итоге они начали договариваться, там вроде к чему-то уже конструктивно пришли. Сергея Михайловича раз и убрали. Сейчас другие. Что, опять то же самое, на те же самые грабли наступают. Надо нам всем также собраться в Оргстрое, пригласить Калыбека, он придет. Просто он бы сегодня пришел, он в Алмате, он извинялся, очень сильно извинялся. Он позвонил, он извинился 1000 раз. Он говорит, я не могу, никак не успеваю. Я заезжал в Оргстрой, я хотел, чтобы они тоже здесь присутствовали. Но никого не нашел там. Народ, можно конкретики? Вот. Да. Я вот тоже вот дольщик. Вы согласны с тем, что мы еще не все сделали, чтобы вытащить деньги с Оргтехстроя, да, на стройку? Да? Для этого, я считаю, нам нужно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Прокуратура надо. Да. ГКНБ, я не знаю, в органы. Мне кажется, в стране только 2 человека сейчас решают, да, надо да, обращаться. чтобы они забегали. Из этого так же и будут завтраками нас кормить. Для этого нам надо всем написать заявление. Вот адвокат вот сегодня присутствует. Вот надо нам сейчас... Да, давайте прямо сейчас заявление прокуратуры ГКНБ. Адвоката для уголовки. Вот. Это первый наш шаг будет. Дальше уже будем поэтому исходить. А сколько было до этого переговоров? Смысл? Они нам сколько раз до этого говорили. Калыбек тоже присутствует. Один раз, давайте, если сможем, соберемся все вместе. Попробуйте один раз, да. А потом уже конструктивно сделаем так. У них Да денег нету, чтобы нет, что-то. мы заявление приготовим. Квартиры, которые не проданы, есть деньги, которые еще никто... Этого никто не знает. Вот чтобы это узнать, мы должны написать заявление. И в рамках... Они сверки кто обещал, это только в рамках уголовного дела. Сейчас еще на 5 лет. С Калыбеком сейчас постоянно на связи, постоянно Хотя бы информацию по квартирам можно закупить. А сейчас это акционерное общество нам никто не даст. Я вот давайте заявление сделаем так. Заявление приготовим. сказать, Вот, что у нас заявление готово. заявление готово. Давайте сделаем так.
Сейчас объявим, на какое число, соберемся в ОТС, позовем Колыбека туда, позовем Оргтехстрой ихних, получается, директоров, так, кто там, у них вообще там, кто есть. Сядем конструктивно поговорим. И вот заявление скажем. Если не так, то вот так будет. Все.